Станислав Лакоба – личность, широко известная народу Абхазии. Он оставил яркий след в науке, литературе, политике. В начале мероприятия ректор АГУ Олег Угварамия сообщил, что в университете будет учреждена стипендия Станислава Лакоба и открыта аудитория его имени. Когда его не стало, очень тяжело стало многим людям в Абхазии. Он был необычайно отзывчивый человек, но со своим «я» никогда не боялся никаких ситуаций. Владислав очень ценил его, Юру Воронова, может быть, даже могу сказать, всех членов того золотого парламента. Станислав Лакоба был редактором и соавтором учебных пособий и учебников по истории Абхазии. Был главным редактором изданного в Сухуме в 1991 году учебного пособия «История Абхазии», переизданного в Гудауте в 1993 году. Принимал участие во многих международных и региональных конференциях, посвященных вопросам политической истории и культуры Абхазии. Он также был депутатом Народного собрания первого созыва, который называют «золотым». Историкам новой волны приходилось отвечать на политические вызовы, обращаясь к прошлому, и поэтому историческая наука конца 80-х, начала 90-х годов XX века лежала на стыке строгой науки и большой политики. Роль абхазских историков в это сложное время трудно переоценить, ведь борьба за самоопределение на политическом фронте не могла обойтись без обращения к прошлому. Ключевая же роль в этом непрерывном диалоге с прошлым всегда принадлежит историку. Одним из таких историков был Станислав Лакоба, который стал автором современной концепции новой и новейшей истории Абхазии. Участники с теплотой вспоминали Станислава Лакоба. Это был ученый, оставивший будущим поколениям свое бесценное наследие. Его публицистические статьи представляют также самостоятельную исследовательскую ценность. Он был историком-кавказоведом, профессором АГУ, лауреатом госпремии имени Дмитрия Гулия, публиковал статьи и издавал книги, которые посвящены актуальным вопросам истории Абхазии в разные временные периоды. Станислав Лакоба фактически автор современной официальной концепции истории Абхазии XIX и XX веков. Мы потеряли большого человека в таком раннем возрасте. Но есть такая поговорка, пословица абхазская. «Ачы псыр бітін хотырхайд, а увиды псыр яже нхотырхайд». Вот Станислав нам оставил великое слово, и потому он бессмертный. Пока есть абхазская речь, пока есть абхазский мир. Принципиальные позиции Абхазии во взаимоотношениях с Грузией он отстаивал в качестве представителя республики на международных переговорах. Пользовался заслуженным уважением первого президента Владислава Ардзенба, отметил Сократ Джинджолия, член первого созыва парламента Абхазии. Станислав Лакоба значительную часть своей деятельности посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии Айтгылара, неоднократно выступал на съездах конференции горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность. Станислав Засимович Лакоба обладал столькими талантами, что он сам едва справлялся с ними. В самом хорошем смысле этого слова. И потому те противоречия, о которых говорили, та непримиримость по отношению, иногда к отдельным личностям, иногда, ко всему тому, что нас окружало и с чем мы сталкивались, это исходило из его внутренней борьбы, из внутреннего состояния, от того, что он не мог принять ложь, фальсификацию. Его ценность в науке, в исторической науке как раз и составляла то, что он был правдив до конца. Правдив настолько, что никакие политические вихри, которые вокруг него не вились, никакие там, что бы ни делал, все равно он должен был сказать правду. Станислав Лакоба трагически погиб 20 сентября прошлого года. Сегодня ему бы исполнилось 73 года. Аэлита Арутюнян, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.